утро на телеканале «Россия» продолжают «Вести Чувашия». В студии Дарья Паскарюк. Здравствуйте. На календаре понедельник, 6 декабря. Объем урожая овощей, которые выращивают в теплицах республики, уже превышает прошлогодние показатели. Более чем на 32%, заявили в региональном Минсельхозе. Сейчас сорвано свыше 13 тысяч тонн огурцов и почти 12 тысяч тонн томатов. Урожай баклажанов тоже богатый. Он в 1,6 раза выше уровня прошлого года. По прогнозу регионального Минсельхоза, всего в зимних теплицах по итогам года соберут свыше 26 тысяч тонн овощей. Количество преступлений в Чебоксарах сократилось на 6,5%. Такие данные за 10 месяцев озвучили на заседании комиссии по профилактике правонарушений города. Наполовину снизилось количество тяжких преступлений и грабежей, но интернет-мошенничество остается болевой точкой. Злоумышленники представляются работниками банка, соцслужб, медиками и даже полицейскими и выманивают у людей деньги. В сети злоумышленников попадаются люди абсолютно разных возрастов. Так, одной из последних жертв электронных аферистов стала 34-летняя жительница Канаша. Горожанка через интернет заказала искусственную ель стоимостью 11,5 тысяч рублей. Как только она перевела за нее деньги, продавец перестал выходить на связь. Сейчас в МВД решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Вот уж кто точно не станет обманывать, так это настоящий Дед Мороз. Самое время писать ему письма и рассказывать о заветных желаниях. Почтовое отделение республики готово отправить послание не только сказочному волшебнику с Великого Устюга, но и его чувашскому коллеге Хель Муджи. Чтобы письма точно дошли до своих адресатов, их необходимо опустить в специальные новогодние почтовые ящики в центральных почтовых отделениях городов и районов республики. Адрес получателей вы видите на экранах. Отправлять послание зимним волшебникам можно вплоть до 31 декабря. Необычный кот из Чебоксар отправляется покорять Москву. Его пригласили на один из федеральных каналов. Питомец умеет выполнять команды и каждый день удивляет не только своих хозяев, но и подписчиков в соцсетях своими новыми умениями. 1,5 года назад у чебоксарца Романа Мордикова появился котенок. Взяли его по объявлению, понравился на фотографии, назвали Барсом. Спустя полгода у питомца начали проявляться необычные для кота способности. Через 5 месяцев примерно супруга попробовала ему дать команду «дай лапу». И он сразу среагировал. Это меня очень сильно удивило. И мы решили продолжить этот эксперимент. У кота обнаружились прямо такие собачьи повадки. Он уже научился выполнять команды сидеть, лежать, ко мне. Ученик оказался талантливый, на освоение каждого трюка у него уходило максимум 2 дня. Сидеть. Хорошо. Ай, хороший. Дай лапу. Хорошо. Увидев нашу камеру, звезда соцсетей немного застеснялся и отказался показывать нам чудеса дрессуры. Как известно, у котов вообще все зависит от настроения, и выполнять чью-либо прихоть царственные особы просто так не будут. Хозяин рассказал нам и о других необычных увлечениях любимца. Он по телефону смотрит Том и Джерри, он смотрит бои ММА, смотрит футбол, смотрит. Есть видео, как он там за мячиком там. В мире животных он любит. Он очень любит все эти гаджеты. Он активно пользуется, может перематывать. Роман и сам бывалый участник многих передач на федеральных каналах. Выступал как мультиинструменталист. Теперь, возможно, и питомца ждет всероссийская слава. Наталья Егорова, Вадим Владимиров, Вести Чувашия. Таковы вести к этому часу. Желаю вам продуктивного дня. Оставайтесь на телеканале «Россия».